Качество повседневной жизни, мониторинг реализации майских указов президента России, а также общественный контроль капитального ремонта многоквартирных домов. Эти и другие вопросы обсудили члены организации «Общественный народный контроль» с журналистами в рамках проекта «Открытое правительство». На ежегодном форуме действий в Москве республиканский исполком ОНФ остро поставил вопрос о низкой заработной плате для учителей. Республиканская организация предложила свой вариант решения проблемы. Зарплата должна составлять не менее 70% от средней по региону. Кроме того, еще на первом форуме в Пензе Республиканский народный фронт представил научно-методический журнал для учителей родного языка, который уже сейчас пользуется интересом в России. Сейчас ОНФ взял под контроль республиканские школы, а именно наличие бесплатных учебников, питание, ремонт в образовательных учреждениях. Кроме того, организация направила силы на переселение граждан из аварийного жилья в новые дома. Сегодня же был представлен антикоррупционный проект «За честные закупки». Проект молодой, он дал, скажем так, положительные результаты. Приведу небольшие цифры, некоторые цифры, вернее. За год работы проекта, было выявлено несколько сотен сомнительных закупок на общую сумму чуть более 160 миллиардов рублей. Из них 52 закупки на общую сумму 41 миллиарда рублей были отменены. На данный момент по всей России в проекте участвуют 124 организации и около 2500 индивидуальных пользователей, то есть гражданских активистов, которые активно ведут работу в проекте.